В Бишкек с трехдневным туром приехали российские предприниматели, которые занимаются торговлей товаров на маркетплейсах. Они заинтересованы в продаже одежды кыргызстанского пошива через интернет-платформы. Бизнес-тур организовала кыргызстанка Джамиля Исаева. Она несколько месяцев назад начала онлайн-обучение в Московской школе торговли на маркетплейсах. Там познакомилась с россиянами, которых интересует кыргызстанская продукция. Начали спрашивать, кто девочки из Киргизии, да, помогите там найти какой-то товар, сделать обзор по Дурдою. Джамиля записала видеоуроки, как найти те или иные товары в Кыргызстане и сделала обзор по рынку Дурдой для своих новых знакомых. Оказалось, что из России через интернет найти товары, производимые в Кыргызстане, не так просто, так как у оптовых торговцев, цехов, фабрик по пошиву одежды нет собственных сайтов и даже страниц в социальных сетях, на которых можно было бы ознакомиться с их продукцией и сделать заказ. И они начали просить сделать такой бизнес-тур, чтобы все было упаковано, то есть чтобы они за период бизнес-тура могли найти производство, отшить свои образцы, лекала, уже определиться с производством и уже запустить изготовление. Также мы в рамках бизнес-тура ознакомливаем с налоговой системой нашей страны, с банковской системой нашей страны, логистические возможности, как это можно сделать. В первый день для российских бизнесменов провели форум, на котором подробно рассказали о текстильном рынке, о производстве одежды в стране. На мероприятии встретиться с предпринимателями приехали более 35 отечественных производителей одежды. А уже во второй день гостям организовали тур на крупные швейные и вязальные фабрики, чтобы они увидели, что производят фабрики, ознакомились с ассортиментом и могли напрямую договориться о поставках швейной продукции. Бизнесмен из России Сергей Козич заключил контракты с 2 фабриками на пошив одежды под его брендом. Он рассказал Акчабару о преимуществах сотрудничества с фабриками и цехами в Кыргызстане. На рынках есть минусы работы с рынками. Как правило, это ограниченность партии и плюс размерный ряд, который важно выкупить весь. И неликвидные крайние размеры, маленькие или большие, они тоже есть. Их покупают хуже, основных размеров нет в наличии, остаются крайние, которые плохо продаются. Ну и ранжирование на маркетплейсах, оно выстроено так, что есть прямая связь с выручкой. Выручка падает, карточка просаживается, и неликвидные размеры продавать плохо. Ну, то есть приходится очень много энергии и денег направлять на то, чтобы избавиться от остатков. А когда мы работаем с производствами и с возобновляемой партией, мы всегда можем догрузить ходовые размеры, а не ходовых делать меньше. И это большой плюс работы, получается, с предприятиями в Бишкеке. Поездка оказалась успешной для большинства приехавших бизнесменов. Они смогли договориться о сотрудничестве с швейными и вязальными фабриками о поставках продукции либо пошиве одежды на заказ. Среди гостей были и те, кто заинтересован в поставках готовой продукции с рынка Дурдой. Специально для них в последний день тура была организована поездка на рынок. Наргиза Токоева, Нур Абдымаджинулу, финансовый портал Акчабар.